действительно в Кыргызстане поменялось законодательство, и это позволяет нам инициировать процессы по пересмотру дел. Это прямая функция службы исполнения наказания. Это прямая функция адвокатов. Не всегда внимание к тем лицам, которые находятся в специализированных учреждениях, достаточное. То есть внимание жетпей калып атат, көңүл, уақыт бөлінбей калып атат. А мы знаем, что в нормальном государстве защита закона начинается с того, как защищаются наиболее уязвимые группы. К сожалению, в Кыргызстане оказалось, что это женщина. Женщины, которые подвергаются домашнему насилию, в случае, если они дают ответ, получают статью. Надо еще разбираться, но уже видно, что какая-то неправильная тенденция у нас есть. Человек, у которого нет адвокатов, получает более тяжелые сроки. Лица из уязвимых групп чаще получают наказание в виде лишения свободы. Почему? Здесь большой привет всем субъектам уголовного процесса, кроме адвокатов и системы СИН. Здесь должны свою роль исполнять органы внутренних дел, следователи, прокуроры и судьи, которые принимают такие странные решения. По тем материалам, которые к нам поступили, мы хотели поднять фамилии лиц, которые принимали решения. Но мы решили, что это неправильный подход. Мы надеемся на пересмотр всех дел, которые начнется. И далее каждый прокурор, каждый следователь, каждый судья должен знать, что материалы в дальнейшем тоже будут проверяться. Один пример, который не могу не отметить, это то, что правда или нет, мы выясним. Постараемся дальше. Но человек, на которого совершено нападение, получает статью как покушение на убийство. Да? Суд будет решать, как в конце концов. Но если это системная тенденция, я не знаю, сколько здесь лиц по такой статье, то мы должны на это обращать внимание. У нас нет ни у омбудсмена, ни у СИН, у ГСИН, ни у Минюста, ни у других функций, возможностей и ресурсов, чтобы все проверять. Повторюсь, мы не можем всем помочь, но те дела, которые мы обнаружили, они показательные. Они говорят о системных проблемах. Каждый госслужащий, каждый субъект уголовного процесса должен отвечать за свою сферу. Только тогда у нас будет эффект. В этой связи это номер 2 наша задача. Привлечь внимание к этой проблеме. Если мы не можем защитить самых уязвимых членов общества, осужденные, особенно женщины, то вопрос по верховенству права и защите закона будет под сомнением.